Итак, «Крымский вечер» в эфире радио Крым Реали. С вами следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. И наша сегодняшняя программа, соответственно, ее трансляция на YouTube-канале Крым Реали так и называется «Деятели Крымской весны» в кавычках. И деятели Крымской весны, как их благодарит и отблагодарила Россия. Поводом для избрания данной темы стали сегодняшние заявления, можно сказать, как итог ее депутатской деятельности в Госдуме, знаменитой Натальи Поклонской. Ну, она не идет на эти вот уже выборы, которые должны в сентябре состояться в России. Уже больше она не будет депутатом после данной каденции ГД. И сегодня на пресс-конференции в Москве госпожа Поклонская сказала, что если вот, цитата дословная, пофантазировать, она бы не против Крым вернуться. Нет, не на должность министра, как знаем, вчера и об этом Крым Реали я, в частности, рассказывал вам, друзья, подал в отставку министр экологии, назначенный Москвой в Крыму. Нет, не министерская должность интересует Наталью Поклонскую, а да, вот родная должность прокурора. Это если пофантазировать, как она высказалась. Конечно, на сегодня никаких подтверждений возможного такого вот, скажем так, такой кроки назад из Москвы в Симферополь пока нет. И попытаемся разобраться не только в судьбе госпожи Поклонской, хотя это очень яркий деятель, так называемый Крымская весна, всех этих деятелей. Ну да, есть вот господин Аксенов, он по-прежнему при должности. Господин Константинов тоже, пока вроде бы Путин не собирается их убирать на сегодня. Но ведь разные деятели, не только госпожа Поклонская, но и бывший так называемый народный мэр Севастополя и другие деятели. Об них даже начинают забывать. Вот попытаемся разобраться, как Россия благодарит этих всех героев, в кавычках, Крымской весны. Следующие 45 минут эфира. Крым Реали. С вами Александр Лащенко. Итак, прежде чем я предоставлю слово первому эксперту нашего сегодняшнего эфира, я хочу, конечно, саму виновницу торжества, нет, не процитировать, предоставить фактически ей слово в нашем прямом эфире. Фрагмент этой вот сегодняшней пресс-конференции Натальи Поклонской, пока депутата Госдумы Российской Федерации, бывшего подконтрольного Кремлю прокурора Крыма. Она давала эту пресс-конференцию. Сегодня о своих планах возможных поделилась в этом пресс-центре «Россия сегодня». Послушаем фрагмент сегодняшнего выступления Натальи Поклонской. Чем я буду дальше заниматься? 100% я не буду министром в Республике Крым. Уже предрекли и назначали туда на должность министра экологии. Это все неправда, это все сплетни, слухи. Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу одну должность. Это моя родная должность, прокурор Крыма. Надеюсь и уверена, что все крымчане меня в этом поддержат. Вот видите, как надеется госпожа Поклонская. Все как один крымчане должны поддержать, если будет такое вот кадровое решение. Естественно, сам Владимир Путин будет его утверждать, если он вообще согласится вернуть Наталью Поклонскую на ее вот это вот место прокурора, назначенного Москвой. Но вот она яркий деятель тех событий конца зимы, начала весны 2014 года. Мы еще не раз приведем некоторые заявления, довольно такие, скажем так, неоднозначные даже с точки зрения того, что происходит в Крыму с 2014 года. Отнюдь неоднозначно. Это будет позже, но пока предоставляю слово человеку, который лично вынужден был познакомиться как раз тогда, весной 2014 года, еще будучи в Крыму, в родном Крыму, а потом вынуждены его оставить. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Рифат. Добрый вечер. И именно вам лично тогда вручал, я не знаю, как этот документ назвать, предостережение, предупреждение, я уже не знаю, да, так, в общем, можете сейчас вспомнить и рассказать, освежить в памяти тех наших зрителей, слушателей, которые подзабыли, как так называемый прокурор Крыма с вами тогда весной 2014 года общалась. Ну, давайте в самом начале отметим то, что, несмотря на такой жалостливый вид, данная особа, которую вы сейчас представляете, госпожа Поклонская... Я не представляю, Рифат, я ее не представляю. Она сама себя способна представить. Является человеком, который обоснованно подозревается в совершении международных преступлений. И мы будем делать все для того, чтобы она вместе с другими российскими политиками, совершившими преступления в отношении граждан Украины, в отношении государства Украины, оказались на скамье подсудимых. То, что касается моих против воли контактов с ней, то они происходили
уже в условиях оккупированного Российской Федерацией Крыма, и она дважды в составе сопровождающей ее большой группы сотрудников карательных органов России пыталась мне вручить так называемые уведомления о совершении мной противоправных действий. Ну вот, понятно, что вы лично, скажем так, имеете свою эмоцию в отношении того, что позволяла себе тогда госпожа Поклонская. Ну, в принципе, если попытаться быть, ну, это тяжело, конечно, особенно вам. Вас насильственно лишили, можно сказать, временно, конечно, возможности пребывать в родном Крыму. Но, в принципе, вот эти деятели, ну, понятно, потом эти варяги появились всякие, назначенные Москвой, и их все больше. Идет речь как, собственно, о простых жителях, так и чиновниках, все вот эти вот, их, все, чем дальше, тем больше. Но вначале ставка и частично до сих пор делается на тех, кто жил в Крыму и до событий так называемой русской весны. То есть на того же Аксенова, того же Константинова. И вот Поклонская другая судьба. Чалова, народного в кавычках мэра Севастополя, и Наивне уже подзабыли о нем. Как вы считаете, вот Москва ценит вот таких деятелей? Или наоборот, она воспринимает их как людей, которые, собственно, ну, Поклонская, например, просто изменили свои присяги данной Украине. Правда, она сама утверждает, что никаких вот в этом плане, а насчет присяги никаких правонарушений она не нарушала. А вы как, Арифат, считаете? Ну, смотрите, то, что касается моих эмоций, то они не больше, чем у каждого из нас по отношению к нашим согражданам, которые жили рядом с нами, работали недалеко от нас, а потом, когда на нашу землю пришел враг, они перебежали на сторону врага и начали преследовать нас, своих сограждан. И в этой части, конечно, госпожа Поклонская является таким очень знаковой особой, поскольку в отличие от многих других, она работала в правоохранительном органе Украины, в структурах прокуратуры Украины. Она изменила присяги, она совершила государственную измену. И это, знаете, оно же не остается бесследно не только для нее самой, для ее окружающих, но это, в общем-то, берется во внимание и той стороной, которая использовала ее, я имею в виду российскими оккупантами. Время, когда России нужны классические предатели, те, которые прямо перебежали на ее сторону и предложили свои услуги, и очень пытались соответствовать ожиданиям той стороны, на которую они перебежали, то есть российских оккупантов. Такое время уже прошло. И сегодня в оккупированном Крыму, за исключением небольшого количества местных таких перебежчиков, типа Константинова или Аксенова, практически все бывшие граждане Украины, или нет, они еще остаются гражданами Украины, и мы их будем судить как граждан Украины, но все, кто перебежал на сторону противника, они практически заменены, и особенно сотрудники украинской милиции, СБУ, прокуратуры, те, которые перебежали в сторону России, они уже как минимум отправлены на пенсии или же удалены из Крыма для прохождения службы в российских карательных структурах, но далеко от Крыма. Теперь настала очередь Поклонской. Она отработанный материал. А как вы считаете, Арифат, а Сергей Аксенов, так называемый глава Крыма, назначенный Москвой, ключевая фигура, можно сказать, лицо того, что происходит в Крыму за эти более чем 7 лет, за него, судя по всему, кресло под ним не шатается, если так можно судить на сегодняшний день, хотя все может резко измениться. Почему так? Почему Путину так важно сохранение на этой должности этого господина, по вашему мнению? В первое время, буквально первые месяцы и, может быть, первый год непосредственно захвата Крыма, в Крыму состоялись очень такие прямые ограбления, присвоение украинского государственного имущества, имущества украинских бизнесменов. Но известны случаи, когда это разграбление осуществлялось между несколькими людьми, в том числе и теми, которые руководили специальной операцией России по захвату Крыма. И, разумеется, в них участвовали некоторые крымские политики и
Поэтому такие, как Аксенов, но они не просто много знают, они еще каким-то образом вот в деле этих людей. И тогда, когда они уже не будут нужны, и они не будут уже, не смогут покрывать те состоявшиеся прямые ограбления, а речь идет о десятках миллионов долларов, если не больше, то тогда, конечно, и такие, как Аксенов и Константинов, тоже будут убраны со своих должностей. А как вы считаете, в принципе, вот, ну, понятно, все исторические параллели, они весьма условные и относительные, и, конечно, очень при всей драматичности событий нынешних в эти более чем 7 лет того, что осуществляет Москва в отношении Крыма, с преступлениями сталинского режима, конечно, несопоставимы вещи, депортация крымских татар, все эти сталинского режима преступления, но все-таки какая-либо параллель, на ваш взгляд, можно проводить то, что сейчас делает Кремль, и тогда? В отношении крымских татар, например. Конечно, 21 столетие, и сейчас не середина 20 века, и не сталинский режим, и сегодняшний Кремль не может отдать прямые приказы для того, чтобы насильно посадить всех крымских татар в товарные вагоны для перевозки скота, как было в 1944 году, и вывести в отдаленные районы, скажем, Российской Федерации. Но, тем не менее, Кремль делает все для того, чтобы заставить крымских татар самих покидать Крым. И в этой части в качестве основного такого инструмента используются репрессии, которые направлены против крымско-татарского народа, они целевые. Сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, госпожа Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, назвала цифру политзаключенных крымских татар около 100 человек из 134 политзаключенных. Вы видите, какое соотношение несоразмерное. Это сделано для того, чтобы крымские татары, для того, чтобы спасти свои жизни, жизни своих детей, сами бы покидали бы Крым. Российским оккупантам необходимо вычистить крымскую территорию от нелояльных для оккупантов людей, и в этой части они такими людьми считают крымских татар и этнических украинцев. И госпожа Поклонская, и Аксенов, и Константинов, они есть инструментами вот этой целенаправленной репрессивной политики по отношению к крымско-татарскому народу, и поэтому, естественно, прямая аналогия с теми палачами НКВД и сегодняшними, но на вид как бы благообразными особами из различных структур оккупационной власти, в том числе из тех людей, которых они называют депутатами Государственной Думы от Крыма. На самом деле это их приспешники, которых они назначили так называемыми депутатами. И вот я попросил бы вас оценить, как бы не совсем напрямую по теме, активно комментирует сейчас подконтрольные России средства массовой информации Крыма и московские средства информации, даже некоторые российские сенаторы, можно сколько угодно называть их клоунами, фриками, но очень активно заявление пятого президента Украины, ныне лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Он пообещал за 1 год вернуть Крым домой, преодолеть все вот эти последствия агрессии, осуществленные России и так далее. При этом он обратился к крымским татарам и всем украинским мусульманам, чтобы поздравить с Курбан-Байрамом. И вас поздравляю, кстати, тоже, господин Чубаров. И при этом Порошенко выразил надежду, что уже через год мусульманский праздник в Крыму будут отмечать уже в составе Украины крымчане. Вот. И в России очень резко реагируют. Вот это, не знаю, наверняка знакомый вам еще по временам до 2014 года господин Цеков. Тут, ну, я не буду цитировать их грубости в адрес Порошенко, как к Порошенко не относись. Вот. Ну и некоторые, я к чему это веду? Некоторые деятели, которые остались в Крыму, позиционирующие себя, как, скажем так, общественники, как их называют РИА Новости, крымско-татарского движения, именно в Крыму российском, они тоже очень резко критикуют Порошенко. Что бы вы, ну вот, скажем так, как ваша реакция на все это? Вот, как можно это прокомментировать? Такую реакцию, уж извините за тавтологию, нынешнего вот этого активистов этих, если их так называть, деятелей этих. Ну, во-первых, большое спасибо вам за поздравления и мой адрес, и в адрес мусульман Украины с тем, что сегодня первый день
очень большого в исламе праздника Курбан-Байрама. Я тоже пользуюсь возможностью вашего радио. Поздравляю всех сограждан, которые исповедуют ислам. Что касается некоторых, как вы сказали, общественников из числа крымских татар... Ну, их так называет российская пресса, да, вот это слово «общественник», очень интересное слово на русском языке, да? Я просто хотел сказать, что, как и каждая нация, мы имеем право на несколько своих, в своих рядах, на нескольких человек-негодяев, и у нас они тоже есть. Было бы странно, что если бы в нашем сообществе не было бы, но их такое малое количество, их буквально можно посчитать на пальцах двух рук и не более, что они все время повторяются. Разумеется, сейчас Москва находится в очень такой ситуации, когда она пытается максимально использовать крымскую тему для того, чтобы попытаться максимально компрометировать политику украинского государства, украинских политиков, как и тех, которые при власти, так и тех, которые в оппозиции. Особое неистовство Москвы сейчас наблюдается еще в связи с тем, что 23 августа этого года, буквально накануне 30-летия независимости украинского государства, в Киеве соберется Крымская платформа. И Москва сейчас делает все для того, чтобы, если не сорвать это мероприятие, что ей, конечно, не удастся, но она шантажирует очень многих зависимых в той или иной мере от нее государств с целью, чтобы они не участвовали в этой Крымской платформе. Что касается, что мы обязательно в будущем все наши праздники, как крымско-татарские, так и всеукраинские, будем праздновать в освобожденном от российских оккупантов Крыму. В этом нет никакого сомнения. Мне кажется, в Украине подавляющее большинство украинского общества тоже исходит из этой цели. Это есть наша задача, и мы на это работаем. Спасибо большое, господин Чубаров, за участие в нашем эфире. На прямой связи, в прямом эфире радио Крым Реалии был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Мы продолжаем обсуждать тему. Присоединяйтесь, кто еще не успел этого сделать из вас, друзья. Она называется на YouTube-канале Крым Реалии таким образом, как Россия отблагодарила героев, в кавычках, Крымской весны, тоже в кавычках, поводом для избрания данной темы стали сегодняшние заявления, можно сказать, подытоживающие ее пребывание в Госдуме как депутата Натальи Поклонской, бывшего прокурора, назначенного Москвой в Крыму после событий конца зимы и весны 2014 года. Так вот, Наталья Поклонская, во-первых, было известно и до этой пресс-конференции, что она уже не идет вот в сентябре должны состояться очередные выборы в Госдуму, она больше уже не будет депутатом, не претендует на это место. Ну, а если, как она высказалась, пофантазировать, мы в начале нашего сегодняшнего эфира приводили фрагмент выступления Натальи Поклонской, то она бы, скажем так, не отказалась, мягко говоря, это уже я так недословно цитирую, но по сути точно, от должности родной должности в Крыму. Но опять же, это только заявление госпожи Поклонской, как она будет, кем она будет после, уже как экс-депутат, посмотрим, у нее большие планы, она их озвучила, правда, не политические. Она хочет оставаться активным человеком, как она сказала, и так далее. Ей интересно пробовать новое. А ранее, не на этой пресс-конференции, а в одном из своих интервью YouTube-каналу «Антонимы», ведущему телеканала RT Антону Красовскому, это было в марте этого года, Наталья Поклонская очень так негативно отозвалась, скажем так, об атмосфере в Государственной Думе. И, я недословно тоже цитирую, но по сути близко. Она заявила, что вот не просто ей там находиться, скажем, чуть ли не знаю, какая-то энергия там негативная собирается. Люди сами, депутаты, дескать, Госдума очень неплохие, хорошие, отметила Наталья, но вот в целом атмосфера там не очень. Вот так она высказалась. И, кстати, вот именно в этом интервью Антону Красовскому вот Рифат Чубаров отметил, я его цитирую, что ответит госпожа Поклонская и ей подобные, за, цитата, их преступления, за измену присяги и так далее, и так далее. Вот в этом интервью Наталья Поклонская господину Красовскому утверждала, что она не видит никаких преступлений, никакой измены. Да, она принимала, дескать, присягу, но тогда был президент Виктор Янукович, генпрокурор Украины тогда был назначен Януковичем Пшонка, и она присягала, по утверждению госпожи Поклонской, украинскому народу. Но
Помимо этого, очень интересные вещи она заявила, Поклонская, в этом интервью Антону Красовскому относительно, нет, не Крыма. Крыма нам мало относительно касалось, а вот именно Донбасса. И весьма негативно отметила то, что происходит эти вот более чем 7 лет, когда часть Донбасса отторгнута Украиной. Украина не имеет отношения к тому, что там происходит, это я уже от себя говорю. Наталья очень негативно это оценивает. Во что все это там вылилось, во что превратилось. Во-первых, она назвала того самого Игоря Гиркина Стрелкова, который зашел в Славянск. Далее началась попытка вот этого вот, что происходило на Донбассе, русская весна так называемая на Донбассе, что он убийца фактически обвинила, Гиркин это потом категорически отверг. Вот. Ну а главное, она вот таким образом обрисовала ситуацию на Донбассе за эти более чем 7 лет и отметила, что ну хватит русскому миру расширяться до бесконечности. Послушаем аргументацию Натальи Поклонской в интервью господину Красовскому. В таких условиях врагу не пожелаешь. И за них кто-то надевает военную форму, да, и кричит: Донбасс — это Россия, поэтому мы сейчас вот наведем порядок, ну, наподобие ура патриотов. Я говорю: нет, Донбасс — это Украина, мы сейчас вернем вас, дорогие жители. Слушайте, да сколько можно? 7 лет уже. Ну, надо как-то поставить точку. И не надо распространять на весь мир до планеты Марс русский мир. Не надо. Но при этом там интересный еще момент, все же мы не можем привести, я только фрагменты привожу. Возникла эта тема, ну, мол, а участие России, вот, собственно, в том, что происходит вот с весны 2014 года на Донбассе. Как это оценить? Господин Красовский сказал, что это гражданская война, гражданский конфликт, или все-таки Россия там задействована? Не дословно, но по сути цитирую господина Красовского. А Наталья отметила, что, ну, с одной стороны, Путин подчеркивает, что да, нет российских формирований на Донбассе, не было, нас там нет, от себя я говорю. Но все-таки, ну, как бы разные люди там имеются. Того же Стрелкова Гиркина упомянула. Он, кстати, откликнулся сразу на это интервью Натальи Поклонской господину Красовскому. Процитирую его. Это, конечно, стоит процитировать. Итак, помнится, тут в свое время, он обращается к своим читателям, господин Гиркин Стрелков, обреталось немало людей в штыки, воспринимавших мое негативное отношение, цитата, к мадам Грицацуевой, то бишь к Поклонской, конец цитаты. Очень же она своим ультрамонархизмом многим тогда нравилась. Ну, всему свое время. Вот уже все забыто и даже опровергнуто с 2014 года, но кресло в государственном недоразумении от партии жуликов и воров оно примадам, отметила, я цитирую дословно, господина Гиркина. И это несомненное достижение кремлевских гномов на почве реализации Крымской весны, годовщину которой отмечали в Москве, то есть имеется в виду 7-я годовщина в этом году, с нелепым размахом и безумными затратами. Надеюсь, Наталью Владимировну не забыли поздравить и напомнить про ее личный большой вклад. Конец цитаты господина Гиркина Стрелкова. С нами на прямой связи российский политический обозреватель, главный редактор российского издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Александр Юрьевич, здравствуйте вам. Добрый день. Смотрите, да, вот даже не углубляясь, собственно, вот в крымскую всю эту тематику, вот тонкости там, значит, но вот такой интересный момент. Это всем известно, кто следит за политическими событиями, тем, что происходит после 2014 года и в Крыму, и на Донбассе, что важно. Конечно, все, опять же, аналогии, они относительные, полностью не может быть аналогий. Но вот интересный момент. Вот на Донбассе все вот эти деятели, подавляющие, почти все, ну, кто-то в мир иной даже ушел, как Моторола, да, в лифте проехался в Донецке, а кто-то, как господин Плотницкий, лидер так называемой ЛНР, ну, он, слава богу, жив, где он там находится, куда он уехал, все, пропал след его человека, хотя вначале же он был, остались вот эти Пишилины и так далее. В Крыму как бы, ну, не настолько резко, ну, да, Поклонская все равно в стороне, бывший так называемый мэр Севастополя тоже в стороне, но остались Аксенов и Константин. Как вы считаете, вот Россия благодарит этих героев, в кавычках, русской весны? Она отмечает, они для нее важны? Или она, ну, имеется в виду, конечно, Кремль, официальная власть, они все равно воспринимают в Москве вот этих вот деятелей как людей, изменивших присяги и так далее, хотя Поклонская, еще раз повторю, это отвергает. Ну, понимаете, какая история? Тут невозможно отдельно рассматривать крымскую ситуацию. Тут надо вообще как бы смотреть на всю ту внутреннюю политику, да и не только внутреннюю, но и внешнюю, которую последние годы ведет Россия. Дело в том, что сегодня она достигла такого уровня, что от огромного числа людей, либо чиновников, либо депутатов, либо силовиков, требуются неординарные действия, которые, в общем, во всем остальном мире воспринимаются
и классифицируются как преступные. И если сейчас всех награждать за это и выдвигать, то просто уже там не с кем будет работать. Это сегодня в Москве ординарная практика. Слушайте, офицеры ФСБ, которые подменяли в Сочи анализы с мочой для фальсификации допингового Олимпийские контроля, игры, да. они же все генералами не стали, правда? Ничего этого Ну, это- Баширов или этот самый, вот эти вот ребята, Да, которых совершенно обвиняют. верно. Там герой Смазывали- России вроде бы, один из них. Или кто смазывали ручки полонием, или кто травил. Это все, то есть это теперь такого количества и такого масштаба мероприятия, что они воспринимаются уже и Кремлем как ординарное служение Родины. Поэтому, ну да, кто-то выдвинулся, кто-то задвинулся, никто никому ничего не гарантирует. Это такая работа теперь у них у всех. Поэтому не стоит удивляться, что Чалов там не удел, или Поклонскую отодвинули, или Гиркин там, или Владислава Суркову отправили куда-то. Да, кстати, он бедный старается, статьи пишет всякие, Статьи пишет, пытается интервью да. дать, да. Это все нынче просто обычные истории. Ну да, все мы на работе, у нас такая работа. Ну, с другой стороны, вы же согласитесь, Александр Юрьевич, что меньшинство возможно, но все-таки определенная часть вот этих вот адептов так называемой русской весны, среди них же не только купленные все на зарплате, как вы говорите, ну, скажем так, условно назову их, идейные тоже люди есть. И вот, ну, не знаю, вот тот же Чалов, я следил за его высказыванием, он такой, с одной стороны, научный деятель, имею в виду так называемый бывший уже мэр Севастополя. Помни, как он, когда вот это в марте оформлялось, вот это событие в Крыму, значит, Путин выступал, возвращение в родную гавань, эти документы, так называемые, подписывались. Был тот же Константинов, тот же Аксенов, галстучек, пиджачок, все как полагается. А один в свитере был такой неформал, как бы Чалый. Вот как бы демонстрировал лишний раз, что он такой, как бы из народа человек. Ну вот о нем уже и забыли. Он даже не то, что не мэр, он уже и перестал быть в этом так называемом законодательном собрании Севастополя, он уже там не присутствует. Вот эти же люди тоже были так называемые идейные, если их так называть. Получается, Кремлю и они не нужны. Гиркина, если считать идейным, если его таковым считать. Кто-то нужен, кто-то не нужен. Сам факт лояльности, подкрепленный подобного рода действиями, нынче ничего не гарантирует. Потому что количество таких эпизодов, оно зашкаливает просто. Это просто, я повторяю, ординарная практика. Это так теперь работает. Александр Ильич, ну, опять же, точных соцданных тяжело сейчас, да, Левада-центр еще пытается более-менее объективную статистику в нынешней России представить, но это не просто, все эти клише иноагента и так далее, и журналистам, и социологам все тяжелее, значит, выяснять объективную картину отношения простых. Сейчас перехожу к простым россиянам, оставляю в покое этих Гиркиных и так далее. Вот в Украине много, чем дальше, чем дольше продолжается эта война, развязанная Россией, тем больше, ну, может, я ошибаюсь, людей, которые говорят, ну да, Путин, но ведь это нравится подавляющему большинству россиян. Я так, если не ошибаюсь, рейтинг нынешний Путина где-то там 65%, а крым-нашистов все равно больше, например, вроде бы. То есть я к чему веду? Пусть эти идейные, конечно, не все с оружием в руках едут на Донбасс, как Гиркин, далеко не все, но они нормально, для них то, что делает, осуществляет Путин с 2014 года и на Донбассе, особенно в Крыму, это все нормально. Это как раз и есть Россия. Что ответите таким вот? Ну, понимаете, отчасти это правдивый анализ, но тут надо понимать одну простую вещь. Вот этот вот имперский вирус, он очень заразный, но ужасно нестойкий. И как только люди начинают понимать, что, в общем, ценности на самом деле другие, и счастья от того, что твоя страна захватывает соседние территории, мало, и ничего ты этим не приобретаешь, это понимание тоже приходит довольно быстро. Сначала тебя вроде бы обуревает гордость за содеянное, да, вон какие мы крутые. Взяли и какой славный полуостров захватили. А потом ты начинаешь понимать, что ну и чего? Ну и чего? И что санкции, падение жизненного уровня, который год снижения реально располагаемых доходов и так далее, и так далее. И, короче, беда отовсюду. И что толку с этого Крыма? А мы и так в него могли ездить, когда там была Украина. Ну и чего теперь изменилось? Только все дороже стало, и больше ничего. Вот, собственно, и все. Понимаете, это очень нестойкая вещь. Поэтому, сегодня оперировать вот этими представлениями о том, что большинство россиян поддержало аннексию Крыма, понимаете, мы же тут не знаем ничего наверняка. Может, сегодня и поддержала, а завтра передумала. Я повторяю, это все очень нестойко, очень нестабильно. Угу.
А с другой стороны, вот это закручивание гаек, которое отмечается, ну, почти всеми независимыми обозревателями в России, вот те же выборы, вот с чего мы начали. Госпожа Поклонская, она не идет на них, не знаю, добровольно ли или не очень. И такое впечатление, ну, не впечатление, так и есть. Все более-менее, ну, вот, а-ля Гудков даже младший, все отсеивается. Яшин, не говоря уже о Навальном, который сидит. То есть такое впечатление, что власть российская допускает только оппозицию с этого фланга, имперского, эти все Прилепины, вот эта гоп-компания, извините, как ее называют критики. Прилепин считает, что да, он за русский мир, он все нормально действует. Вот так получается? То есть, а зачем тогда закручивать? Навальный в тюрьме. Что? А почему? Зачем это нужно Путину? Это логика существования любого диктаторского режима, разумеется. То, что вы назвали оппозицией, Прилепина и все эти новые люди, это все вообще не оппозиция просто. Это все под отделы администрации президента. Называть их оппозицией ошибочно. Они ничему не оппозиция. Что же касается вот этого вот закатывания в асфальт последних ростков какой-то независимого взгляда на происходящее, ну да, это логика существования диктаторского режима. Он идет по пути ужесточения. Ну, вот, собственно, так это работает. В какой-то момент появляется сопротивление. Ну, так это работает везде. То есть, как бы, можно так сказать, Александр Юрьевич, что это как бы своеобразно даже самопожирание? Или так несправедливо? Ну, понимаете, это не то, что самопожирание. Это как бы забег в одну сторону, без разворота. Там стенка. Это, ну, тут деваться потом некуда. Это туннель, который там с той стороны засыпан. Упрутся в стенку, и все, кирдык. И как вы считаете, вот, ну вот будут эти выборы, ну вот с такой картиной политической, какие-то изменения возможны? Да нет, конечно. Нет, какие выборы? Во-первых, ну давайте как-то не будем оскорблять интеллект ваших слушателей и называть это мероприятие выборами. Но это никакие не выборы, это просто специальное такое кремлевское мероприятие, которое просто непонятно, кстати, для чего они сейчас это проводят, кого они этим обманывают. Непонятно. Это просто некое создание институции, которая должна выступать ширмой и легитимизировать вот режим в глазах уж тоже непонятно кого, потому что, ну, понятно, там западный мир давно как-то не реагирует на это, и, кстати, я вовсе не уверен, что ЕС признает итоги этих выборов. А внутреннее население, ну, оно уж тоже все прекрасно знает, что все это чушь собачья, ничего от этой Госдумы не зависит, вообще ничего. Просто сидят попугаи и что-то там переписывают. Им что-то подсовывают, они утверждают, вот больше ни для чего они не нужны. Ну, нажимать научили. Спасибо, Александр Юрьевич. С нами на прямой связи из Москвы был главный редактор российского издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Мы продолжаем. Еще раз, друзья, призываю присоединиться к нашей YouTube-трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии». Она так называется. Вот таким образом деятели «Крымской весны», в кавычках, как их отблагодарила Россия. Поводом для избрания данной темы стали сегодняшнее заявление исчерпывающей свой уже этот депутатский срок в Госдуме Натальи Поклонской, бывшего прокурора, назначенного Москвой в Крыму после известных событий 2014 года. Госпожа Поклонская так вот, как она высказалась, если пофантазировать, то она бы не против вернуться на свою, опять же, в кавычках, родную должность прокурора Крыма. Но это только ее желание высказанное. Будет так или нет, никто не знает. И вот судьба, например, так называемого бывшего народного мэра Севастополя, господина Чалова, он как раз с Константиновым и Аксеновым тогда, весной 2014 года, вместе с Путиным подписывал эти, если их так называть, документы о возвращении Крыма России. Вот где этот Чалый, где уже о нем и забыли. Он не то что не мэр города, а уже даже и не, значит, не депутат законодательного собрания, в кавычках, Севастополя. И все чаще появляются в Крыму на руководящих постах назначенные Москвой такие деятели, как Дмитрий Овсянников, Михаил Развозжаев, то есть люди, которые, ну, не крымчане, ну, то есть это, ну, как бы приезжие, если так называть. Это я не укладываю это слово ничего негативного, ну, как бы, ну, со стороны как бы люди. Вот в этом есть тенденция или нет, и как действительно Москва отдает должное тем, кто был тогда весной 2014 года и помогал ей в том, что она, Москва, сделала с Крымом. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего прямого эфира, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко. Андрей Веленович, здравствуйте вам. Да, добрый вечер. Ну вот ваша оценка, вот Поклонская, ну известный же деятель, как ни крути, Чалова уже забыли, наверное,
а ее помнят, вот пресс-конференцию она проводила. Вот что они получают, эти люди, сейчас через более чем 7 лет тех событий, в которых они на определенной стороне были? Андрей Веленович? Да. Меня больше интересует не то, что они получат от Кремля, а то, что они в конце концов должны получить от украинского правосудия. И мы там обсуждаем все время всякую шушеру типа Поклонской. Есть же и калибром побольше предатели Украины, такие как Лебедев, бывший министр обороны, который сейчас один из крупных застройщиков Севастополя, с ним таким образом расплачиваются. Но еще раз хочу сказать, что просто очень важно, чтобы украинский законодатель в конце концов урегулировал вопросы ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях и в период оккупации. Преступления, я имею в виду, против своей страны и в интересах государства-агрессора. Поскольку часть преступлений сегодня, наказание за них предусмотрено действующим уголовным кодексом, а что касается коллаборантов разных мастей, то там есть определенные провалы. И вот эти провалы нужно восполнить. Как вы считаете, Андрей Веленович, ну да, жесткие вещи, конечно, то, что происходит с 2014 года, тут это отнюдь не шутки, мягко говоря, отнюдь не шутки. И для тех миллионов людей, переселенцев с Донбасса, десятков тысяч из Крыма и так далее, и так далее. Но вот я вот тут приводил фрагмент другого интервью госпожи Поклонской, как к ней не относиться. Вот заметен в оценке именно событий на Донбассе. Крым, она, конечно, очень осторожна. Вот она сама признает то, что происходит на Донбассе в эти более чем 7 лет, на именно оккупированной территории. Но это просто никуда не годится. Люди оказались в пропасти, они дословно, по сути, госпожу Поклонскую цитируют. То есть даже такие, как она, получается, признают, куда это все заходит? Или, вот как это можно? Стоит ли так оценивать? Так это же очевидно. Вы знаете, я думаю, что на кухнях большинство россиян это признают вообще в отношении того, что происходит в России. Потому что, страна разворована просто, так сказать, до крайности. Загнана в угол, уже превратилась в государство-изгой, соответственно, это отражается на всех гражданах. Другое дело, что своеобразный социальный договор, который действовал в России, типа вы воруете сколько хотите, а нам должно хватать, так сказать, на поездки в Турцию, на то, на сё, более-менее, так сказать, по российским меркам пристойную жизнь. Это все закончилось вместе с гиперценами на нефть. И поэтому на сегодня, так сказать, начинают задумываться. К большому сожалению, многие, так сказать, просто открывая холодильник, задумываются, а не в силу, просто, так сказать, мыслительного процесса. Но Россию ждет очень тяжелая перспектива, потому что эта страна, на мой взгляд, имеет высокий потенциал для развала. Вот они тут посягают, так сказать, на чужие территории, пытаются Крым считать своим, Донбасс обелечивают паспортами, до сих пор, так сказать, часть Грузии, часть Молдовы, по сути дела, оккупируют. Но давайте посмотрим, что у них творится на Востоке. Я думаю, что не так много времени пройдет, и за Урал уже россияне начнут ездить по заграничным паспортам. Влияние Китая имеете в виду? Я имею в виду, что, знаете, не военным путем, но там просто происходит смена населения. У России нет ни ресурсов, ни желания серьезно заниматься освоением своей территории, поэтому она лезет всюду, куда не надо. В Сирию, так сказать, в Крым, на Донбасс, в Грузию, в Приднестровье и так далее. Это позволяет отвлечь население от вопроса неспособности российского руководства эффективно управлять страной, отвлечь от просто масштабного разворовывания российского государства. Поэтому они всех увлекают войной, бряцанием оружием, имперскими амбициями и всем прочим. Но этому все равно приходит конец. Андрей Евгеньевич, что такое, вот вы риски очень в оценке госпожи Поклонской и подобных, кто были на руководящих должностях после весны 2014 года, а простые люди, многие же действительно в Крыму, не 100%, не 90%, но поддерживают то, что происходит. Пусть ропщут, что экономическое состояние не ахти, экологических проблем множество еще больше становится. Вот когда Крым, нормы международного права будут восстановлены, Крым снова будет украинским. Вот что с этими людьми делать? Кстати, 500 тысяч, по разным оценкам, из России уже
привезены на территорию Крыма. Что с этими людьми делать? Вот вице-премьера Резникова, знаете. Здесь достаточно простая и логичная формула, которая опирается на международное право и на существующую практику. Все те, кто незаконно въехал на территорию нашей страны, а вот те 500 тысяч колонизаторов, это люди, которые в нарушении украинского закона въехали на оккупированную территорию Украины, в Крым и на Донбасс. Все они вынуждены будут покинуть эту территорию как незаконные мигранты. Незаконные. И тут ничего не надо выдумывать. Но будет им какой-то срок на то, что собрать вещи, мост построили. По-моему. Не депортация, не депортация. Не, послушайте, что такое депортация? Давайте уточним. Депортация – это, извините, когда людей с их родины выселял Сталин. Вот это была депортация. А это колонизаторы, незаконно заехавшие. И они вынуждены будут покинуть нашу территорию. Да, они там могли обрасти недвижимостью. Но вы знаете, я свою точку зрения выражаю, но украинское государство, в отличие от российского, и украинская власть, мы не мародеры. И так как Россия отбирала, грабила, воровала, рейдерила, там что угодно, чужую собственность, и в Крыму, и на Донбассе. В Украине никто делать не будет. Мы строим цивилизованное государство. Поэтому, если люди купили, а не украли, не отжали, то право собственности у них останется. Другое дело, что позволит ли украинское государство им приезжать впоследствии, после того, как они выйдут, это уже вопрос, не знаю, какой-то визовый режим будет, наверное, не все получат. Но, по крайней мере, смогут продать свою недвижимость. Если же они отобрали, украли, отжали, то в этом случае это дополнительно еще и уголовная ответственность. И, понятно, ни о каких правах собственности в этом случае речь не идет. Теперь, когда мы говорим об украинских гражданах, то, знаете, по разным оценкам, на оккупированных территориях Крыма и Донбасса вместе с детьми проживает до 6 миллионов человек. Подавляющее большинство этих людей – это жертвы оккупации и российской вооруженной агрессии. Я считаю, что вот именно такой статус этих людей должен быть зафиксирован в украинском законе. Но есть те, кто совершал преступления. В данном случае я не имею в виду вообще уголовные преступления, там кража или там что-то еще. Я имею в виду преступления против своей страны в интересах государства-агрессора. И таких людей, к сожалению, тоже не очень мало. Но есть разного уровня преступлений. Скажем так, организация незаконных избирательных процессов на оккупированной территории. Это касается большого числа людей, в том числе, например, членов участковых избирательных комиссий. Это преступление, но определенного уровня, да? И совсем другого масштаба преступления это то, что делала Поклонский, то, что продолжает делать Аксенов, Константинов и вся эта банда. Так вот, для Аксеновых, Константиновых и прочих такого уровня коллаборантов, для них прощения никакого не будет. И статья для них есть, 111, часть 1 Уголовного кодекса Украины, государственная измена. Не убежали, сели от 12 до 15 с конфискацией. Это так записано, правильно записано в Украинском кодексе. Но те, кто совершал в силу разных жизненных обстоятельств, кто-то струсил, кто-то с дуру, кто-то решил подзаработать на выборы, и поучаствовал вот на таком низовом уровне подобных незаконных действиях, понятно, что сажать за решетку этих людей нельзя. Это тоже требует внесения изменений в украинское законодательство. Но наказание тоже должно быть. И, на мой взгляд, оно должно заключаться во временном ограничении прав. То есть эти люди уже не смогут служить по контракту в армии, работать в полиции, в прокуратуре, в суде, на государственной службе, в коммунальных, в местных органах власти. Вот так должно быть. Спасибо, Андрей Вильянович. С нами на прямой связи был председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко. Он высказал свое мнение в прямом эфире по поводу обсуждаемой сегодня темы. Еще раз ее назову, можно посмотреть нашу программу и в записи, конечно, как и в прямом эфире на YouTube-канале «Крым Реалии». Название такое: «Деятели Крымской весны».
в кавычках, как их отблагодарила Россия. Еще раз подчеркну, любого человека назвать преступником может только суд на объективном заседании с участием адвокатов. И все названные в нашем сегодняшнем прямом, опять же, эфире деятели, та же Наталья Поклонская, господа Аксенов, Константинов, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев тоже имеет право высказаться в эфире радио Крым Реалии. С вами был Александр